Здравствуйте! Мы находимся в 5-й школе города Якутска. Здесь проходит необычный конкурс хоров среди классов, да? Да. Представь, пожалуйста. Меня зовут Губернаторова Олеся Геннадьевна, я классный руководитель 3-го В-класса. Только что прозвучала песня. Вот расскажите об этой подготовке и почему у вас там и родители, там и сами учащиеся. Все-таки сложно, наверное, петь песню, а именно такую. Сложно было, готовились долго, тщательно, охотно приняли участие все. Практически все были из класса. Благодарность огромная родителям, что они и подготовили детей, и приняли активное участие. Здравствуйте! Здравствуйте. Как вам этот конкурс? Ну, очень хорошо, отлично сделали. У вас где дети учатся? В каком классе? Наши дети учатся в 3-м классе. Вот. Ну, сам конкурс сделали очень хорошо. Я сам лично очень рад, что такой конкурс получился. Ну и вообще, надо быть активистом и участвовать во всех конкурсах. А вы раньше эту песню наизусть знали? Нет, вообще ни разу. То есть я ее никогда в личном исполнении я ее не пел. Вот здесь впервые так-то слушал, но понял, что сложно, оказывается, петь в хоре. А вот театрализованное еще представление, танец такой. Ну, это у нас классный руководитель такой молодец. Спасибо нашему классному руководителю. Классному руководителю Екатерине Максутовне, то, что она вот так вот организовала все. Организовала вообще. А вообще папы вы постоянно участвуете или первый раз? Как бы классный руководитель заговорит, поучаствуйте, и мы как активисты, родители, участвуем, да.
Вы тоже постоянно участвуете или положено? Как Ну да, вы? стараюсь участвовать. Ну, дочка же просит. В стороне стоять. Для детей все стараемся. Ага. Все с праздником. Ага, критерий тут очень большой, объемный критерий, но по идее надо было немножко сократить, так как очень много похожих таких критериев. Допустим, художественный образ вместе с сценическим, они одинаковые, в принципе. Поэтому оценивается немножечко сложно, как бы, ну, очень много раздробленных вот этих критериев. Ну, а в целом, если сказать, как бы строго не судим, потому что это все-таки школьники, здесь не профессионалы, и как бы сейчас скоро уже 9 мая, поэтому идет битва хоров, именно приуроченный к 9 мая. А вот критерии отбора песен, они сами выбирают? Они сами выбрали репертуар. Я вот ставлю, да, допустим, по репертуару у всех 5, потому что нету плохой песни. Весь репертуар подобран просто на отлично. Вот. Оцениваю я, значит, сценический образ, движение, синхронность, ну, как человек, который относится к сцене. Я вот смотрю все-таки на командный дух, внешний вид и их поведение на сцене. Впечатления самые позитивные, потому что тоже не первый раз сижусь в жюри. Всегда думал, что жюри это какое-то такое вот ответственное дело. Ну, так и есть на самом деле. И почему-то это мне нравится. Оценивать.
Я считаю, что такие конкурсы очень необходимы для воспитания патриотизма, духа патриотизма для наших детей, для коллективизма, чтобы они ощущали важность и нужность творческого развития в целом личности. Но мне сказали, что там родители участвуют и сами дети. Это самый главный фактор, наверное, это... Обязательно, конечно. И родители тут поддержали очень многих детей. Не во всех классах, правда, они участвовали, но были. Вообще, вы как думаете, как доцент, может его на уровне республики поддержать? Я считаю, что это было бы очень здорово, потому что творческие конкурсы, они всегда формируют в ребенке и конкурентный здоровый дух, и развитие тех же самых творческих способностей. Бронзовая прядь на ветерке, меч из бронзы в бронзовой руке. Трудно в этом войне признать сверстника мальчишку. Только мать все еще роняет в тишину. Мальчиком ушел он на войну. Спросим, а вы тоже как отец выступаете? Я как отец поддерживаю, потому что сейчас выступает мама. Я участвую в других мероприятиях вместе с сыном, но вот «Битва хоров»-то как раз хочет, чтобы поучаствовала активно еще и женская половина нашей семьи. И вот здесь они только что выступили.
С высоты вашего опыта нужны такие быть хоров на уровне республики хотя бы? Безусловно, надо, потому что это же объединяет детей, родителей, это тренирует их активность, какие-то определенные навыки, раскрывает порой детей. Ведь когда они в команде, они чувствуют плечо друг друга, и это позволяет, по крайней мере, им в будущем вместе дальше продолжать работать, где-то дружить. Поэтому я думаю, это хорошее мероприятие, полезно. А вот как из репертуара новые песни увидели, услышали? Нет, ну здесь больше песни военных лет, потому что он, я так понимаю, приурочен сегодня к празднику Великой Победы, но битву ведь хоров можно приурочить к любому другому празднику, потому что он к Дню семьи, когда вся семья, допустим, будет участвовать вместе с ребенком, к Дню отца, к Дню матери, и уже тогда тематика песен будет совершенно иная. А в чем новшество на ваш взгляд? Новшество? Ну, это Великая Победа. Все. Новшество в том, Воспитание детей, взаимосвязь с родителями. да, наши родители очень активны, это уже сплоченность всех класса Как детей. они к этому отнеслись? Я так понимаю, вы преподаватель. Ну, и они очень активные, родители с первого класса. Например, у меня первый класс. Как происходило все? Легко или все-таки приходилось заставлять кого-то? Это при помощи родителей. Они помогают. Даже вот форму. Вот это очень большая работа, конечно. И очень в воспитательных целях. Патриотическое воспитание. А дети становятся другими, как вы считаете? Да. Они становятся дружнее, сплоченнее. Болеют, что такое, ну, уже знают, что такое коллектив. Чувство коллективизма.
правнукам. Вообще в жизни случалось такое? Да? В жизни такое случалось? Нет, пока еще нет. Первый раз. И как, какое ощущение? Нормально. Это настоящее, будущее и прошлое Да, встретились да. здесь, да, я правильно понимаю? Ну, правильно, конечно. А какую песню пели? Ну, Катюша с 4 классом и День Победы с 1 В. И как с опыта вашего, как вы считаете, нужны такие Ну, конкурсы? конечно, нужно. Это же связь школы с родителями. Так. А песни, вот, Катюша, День Победы, вспомнили их? Ну, конечно. Ну, Катюша-то я у каждого на слуху, а так вторую песню твой пришлось выучить. Конечно, здорово. В преддверии такого прекрасного праздника, как День Победы. А мама что скажет? Да, сегодня пели. Как вам понравилось? Первый раз? Да, первый раз, первоклассник. Какое ощущение? Очень классно, здорово. Понравилось выступать? Да. А как песня? Да, понравилось. Да. Как вы считаете, сегодня у вас народный праздник 9 мая? Народный. Потому что родители принимают участие столько же, сколько детей. Мы очень рады, что сегодня школа поет, вся школа поет. А школа ведь это не только ученики и учителя, это и, безусловно, родители. И то, что взрослые, родители, бабушки, дедушки откликнулись на этот большой праздник, это замечательно. Поэтому он, безусловно, носит народный характер. Я думаю, что сегодня в празднике не меньше 3000 вместе родители и детей приняли участие. А вообще, чья это идея такая? Мы каждый год проводим разные мероприятия к 9 мая. Прежние годы мы проводили битву хоров, и еще мы проводили вот этот бессмертный полк по территории школы «Малыши». А в этом году решили большим сделать праздник битву хоров и привлечь к этому как можно больше родителей. Спасибо родителям, просто молодцы.